Программа «Новости» с обзором главных событий дня. В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Голодающий Ярмук дождался помощи. Фонд имени Кадырова обеспечил едой палестинских беженцев в Сирии. Центнеры и гектары. Каким будет урожай 2016-го? Средняя урожайность на сегодняшний день составляет более 20 центнеров с гектара. Аграрии собирают ячмень и подводят первые итоги. Велопробег, армрестлинг и настольный теннис. Они между собой общаются. Они этим очень большой пример придают здоровым детям. В Грозном отметили Международный олимпийский день. Крупнейший лагерь палестинских беженцев Ярмук получил помощь от общественного фонда имени Кадырова. Организация ежедневно обеспечивает питанием десятки тысяч человек. Напомню, пригород Дамаска Ярмук уже несколько лет остается зоной боев между сирийской армией и повстанцами. Нередко из этого района приходили сообщения о голоде. Палестинский лагерь беженцев Ярмук находится в Сирии и является одним из самых больших на Ближнем Востоке. Для людей, живущих здесь, любая помощь жизненно необходима. В эти дни еду и продукты первой необходимости из Чечни получили около 1000 семей. В священный месяц Рамадан в лагерь беженцев вылетел вице-президент общественного фонда имени Кадырова Зияд Сапсаби. Помощь от фонда он передал нуждающимся лично. قول بوسمنا حرم يق بيت المقدس بوسمنا حلخر خلق البادو إذ بوسمنا خا وريت بتاع إلش حلخ وش صلى الله عليه وسلم كعبة حجن تبرز على لامزحة بيت المقدس أنت إبرش خلا بوسمنا حلخر قلب دو إس جو سمو مدلج جو دقي ليش مدو يلشن أمة إربال دعي بلل دق دال مولع ساغا مدو إذا دغستن شيء إسنك سقاچيت قم يخكرل سباليت ويخزدل تادل دحوش دشتر حال دال قي خزده دق بحن واتينق وبتشو اسال الله دال قيت مي ولج دال دي كانت بيقم بيش ولج دال دي كانت بيقم بولق وبتشح رمضان حجينا وتفون كوغل عليه شغل شو مخنان ايماني حجينا. Ежедневно в лагере Ярмук региональный общественный фонд обеспечивает питанием 25 тысяч человек. По данным благотворителей, это первая помощь, которую здесь получили за последние 5 лет. Кроме того, за последние месяцы фонд отправил сотни тонн продуктов и в Сомали. ويبايمرو يسين عليه الصلاة يال ميل خير بوتسون دوق ساغا دو إذا ويقومن بوسو بناغن قاستن ويقومن بوق يحكام بوق أصطيفنا بوسو بدين سا مسكش ناغسا غيلش ناغسا بالا بولشا قحيوك شوي باتشا خيلر بوسو بنان يحكام بويس. Останавливаться на достигнутом активисты фонда не собираются. Уже идут переговоры по доставке гуманитарной помощи в регионы, где сейчас объявлено перемирие. В планах обеспечить как можно большее количество нуждающихся продуктами первой необходимости. Лариса Джибраилова, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. 12 новостроек Нового Биноя уже на стадии внутренних работ. Строители подводят коммуникации, устанавливают окна и двери. Напомню, жилье возводится для уроженцев Наджаюртовского района, пострадавших в результате оползней. Последние новости со стройплощадки у Хавы Идиевой. Кладка кафеля, установка окон и всех необходимых коммуникаций. Строительные работы бьют все рекорды. С момента начала прошло чуть больше 10 дней, а рабочие уже завершают внутреннюю отделку. Строить жилье для пострадавших от схода оползней было решено в Новом Биное. 12 домов со всеми необходимыми условиями строители обещают сдать уже к концу месяца. يوت الله دير رزق رمضان دال مصون حال ششلير ويل عدقهم دعاء ودق دقشنا هندينا دال سيرو العمصو زمنا. За ходом работ следит глава Наджаюртовского района Вахид Геремеев, который был назначен руководителем оперативного штаба. Строительство ведется учетом графика. График расписан ежечасно, так как время сдачи объекта – это празднование
великого месяца, священного месяца Рамадан, значит, чтобы пострадавшие в результате оползня могли достойно отметить праздник. Закуплены полностью уже приобретены мебели, занавески, все, что необходимо для жилья. Значит, в нужде что-то перевести даже не будет. Около 300 рабочих трудятся в 3 смены, чтобы сдать объект вовремя. Каждая семья, потерявшая свой кров, получит новое жилье с общей площадью 150 квадратных метров. Уже в ближайшие дни строители планируют приступить к благоустройству территории. Хавая Дева, Данил Хабхаров. Новости. Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов проинспектировал городские территориальные отделы полиции. Глава ведомства посетил управление МВД по Грозному и отдел полиции номер 3 по Старопромысловскому району. Сюда он приехал на мотоцикле «Урал», который в советское время был одним из основных транспортных средств сотрудников милиции. В ходе инспекции Алханов проверил готовность группы быстрого реагирования, укомплектованность, экипировку и вооружение подразделения, а также изучил материально-техническое обеспечение сотрудников, состояние и исправность их средств связи. Самые сложные для республики периоды, когда первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Абдулхамидович Кадыров стал на путь спасения нашего народа, милиционеры честью боролись с бандитизмом, терроризмом на территории нашей республики. Я уверен, что и дальше вы все сотрудники полиции будут нести службу по защите, по охране правопорядка, обеспечению безопасности населения. Самое главное – вежливое и внимательное отношение к гражданам. Сотрудник полиции, блюститель правопорядка, он сам должен быть в первую очередь примером. Наша с вами задача и требования главы республики обеспечить безопасность населения в полном объеме. В Ачхой-Мартане скоро появится крупный тепличный комплекс. Капсулу под будущий объект заложили представители чеченского предприятия «Агромир» и южнокорейской фирмы «Сидон». Бизнесмены из азиатской страны и в будущем намерены инвестировать в регион. Стороны подписали соответствующее соглашение. Подробнее Динара Мурадова. Это не первый визит делегации из Южной Кореи в Чеченскую Республику. Если раньше речь шла в основном о производстве высокотехнологичной продукции, то возможность вложения инвестиций в агропромышленный сектор региона обсуждается впервые. Обращаясь к собравшимся, министр территориального развития Абдул Магомадов заявил, несмотря на существующие экономические проблемы, Чечне удалось заинтересовать большое количество инвесторов. А азиатские партнеры представляют особый стратегический интерес в развитии сельского хозяйства в регионе. Продукции, которые выход на 1 гектар, это всегда привлекательно. Мы всегда и в былые времена изучали технологии. И поэтому сегодня в республике опыт корейских компаний выращивания и производства сельхозпродукции, и сегодня этот интерес тоже присутствует в республике. Сегодняшний визит стал результатом длительных переговоров между Чеченской Республикой и сразу 2 южнокорейскими компаниями – «Сидон» и «ЛС Networks». Итогом переговоров стало подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством экономического, территориального развития и торговли Чечни и корейской компанией «Сидон». Здесь же был подписан также и торговый договор между сельскохозяйственным производственным кооперативом «Агромир Наурский» и компанией «Story Food» о закупке тепличного оборудования. По словам управляющего директора компании «Сидон», двухсторонние санкции между Россией и Евросоюзом освободили агропромышленный сектор от реальных конкурентов. И для Южной Кореи это отличная возможность для выхода на российский рынок. Корейские предприятия считают, что для них сейчас появился хороший шанс завоевать новые ниши. Не такой был активный обмен между Россией и Кореей до настоящего времени, но сам я, столкнувшись с Россией, считаю, что здесь очень большое население, очень огромные площади, особенно я, как человек, который занимается сельским хозяйством, должен отметить, что очень плодородная, хорошая почва на территории России, поэтому я думаю, что созданы очень хорошие условия для совместной работы, для совместного сотрудничества. После официальной встречи делегация направилась в село Алпатово, где они посетили предприятие «Агромир Наурский». На его базе в прошлом году был посажен лук, сорт которого разработан южнокорейской компанией «Сидон». По предварительным подсчетам, с этих полей удастся собрать порядка 1500 тонн лука.
В этот раз хотелось бы отметить, что немножко мы запоздали с периодом посадки. Результат в этот раз хороший, но не совсем он удовлетворяет нас. Тем не менее, мы видим, что есть большие возможности для выращивания лука здесь. И уверен, что со следующего года, когда у нас уже более наработана будет технология выращивания лука, у нас будет более хороший результат. Позже гости отправились в Ачхой-Мартан, где уже в следующем году появится тепличный комплекс на 10 гектаров. Реализовывать проект будет Агромир Наурский совместно с южнокорейской компанией Story Food. Здесь же заложили капсулу под будущий объект. Не обошлось без корейских традиций. Трудовой ресурс, который есть в Наурском районе, он у нас практически задействован. У нас сейчас нехватка рабочих рук. Это один момент. Второй момент, здесь все-таки овощеводческие традиции в Ачхой-Мартанском районе. И в частности, издавна, со времен Советского Союза еще занимались достаточно успешно. Томаты были кругом консервные заводы. Это Асиновский консервный, Самошкинский консервный завод. Ну и плюс близость к основным потребителям, федеральной дороге, коммуникациям, поддержка администрации. Но все вместе все-таки вот так привело к тому, что мы приняли решение разместить проект в Ачхой-Мартанском районе. Стоимость проекта оценивается в $3 миллиона. На 10 гектарах будут выращивать томаты, огурцы и клубнику. Планируется, что уже в декабре этого года теплица заработает частично. А на всю мощность проект заработает уже в августе 2017 года. Динара Мурадова, Седа Сапарова, Дени Хавхаров. Новости. Десятки паломников из Чечни в настоящее время совершают малый хадж в Мекку. Умра является наиболее ценной именно в священный месяц Рамадан. Согласно некоторым хадисам, в это время он приравнивается к большому хаджу. В этом году в малое паломничество отправился и наш коллега, корреспондент редакции художественных программ Анзор Ахметов. Завершился 18-й день Рамадана. Верующие по традиции собираются в мечетях, чтобы совершить вечернюю молитву и принять участие в коллективном разговении. Ифтар, как и намаз, объединяет мусульман и укрепляет их единство. Мой коллега Саид Ахмадов отправился на вечерний намаз и разговение в главную мечеть Натеречного района. Горячий плов, фрукты и разные напитки. В Знаменском на ифтар собрались несколько десятков мусульман. Много шутят и смеются. Самая приятная часть поста проходит при наилучшем настроении. Традиционное разговение начинают в основном финиками, как это делал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Звучит азан, и верующие становятся в ряды на вечернюю молитву. Сразу после к импровизированному столу. Каждый хочет поблагодарить за ифтар президента фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. شون گوش تو قضیه حدا کن و خوشون کی گینه گوش بوشون اشت اقشدی حسی هر بالخر حوش شو قضیه حوش گوش وشون لكن وش الله دال حق مرخبه تعدقش دول ساق اوبل دول ده هور مرقش خين شو حق شو اشت ساق دقش مدو مرخبه بول بيلش خين دوين ده. Всю оставшуюся еду и напитки раздают детям. Некоторые даже заранее приходят с пакетами. Старейшины вспоминают, раньше такого внимания от руководства к простому народу просто не было. Появились даже слезы. Несомненно, слезы счастья. Yok organizasyon, yok organizasyon. Sözlerle okuduk, sol, dokunamak, dinmedasyon. Daha sonra olmadı. يرتي بخما ويبتش عوالز وين جين هم مدات سر دال عدات دال الله ريز خيلتون
شادك دو دقة دو ملايو فروكتشو وين تغن حلق دعبغ بقي شعر ما ألرا وين حلق يورخ شو دوس ذكري ليرشولا وين جينهم شلات خوش ساعة. В хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: воздаяние за желательные действия в Рамадан приравниваются воздаянию за обязательные действия в другое время. Кто хоть одним фиником или глотком воды поможет разговляться другим, обязательно получит вознаграждение от Всевышнего. Саид Ахмадов, Хамзат Аюбов, Адам Дайниев, Дени Хавхаров и Тимур Хайдаров. Новости. Чеченские аграрии собирают урожай ячменя. Ежедневно в 6 утра комбайнеры выходят и на поля Натеричного района. Местным фермерам предстоит собрать зерновые из 4000 гектаров. Каким выдался урожай этого года, расскажет Рамзан Джамбеков. Горячая пора в жаркую погоду для комбайнеров – дело обычное. С раннего утра до позднего вечера Магомед Цайсай уже 3-й сезон работает над сбором урожая на полях Натеричного района. Темпы работы здесь немного занижены. Причиной тому послужили продолжительные ливни, которые наблюдались в республике весь период мая и до начала июня. Серьезный урон урожаю капризы природы не нанесли, признаются аграрии. Всего в районе насчитывается 10 совхозов, 7 из которых находятся в аренде у инвесторов. Над сбором урожая здесь работает 7 единиц самой современной техники. Сегодня в нескольких хозяйствах начата уборка озимого ячменя. Убрано более 1000 гектаров ячменя. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет более 20 центнеров с гектара. Всего в общем предстоит убрать зерновых культур в нашем районе 20 000 гектаров. В прошлом году из-за последствий засухи собрать большой урожай было практически невозможно. В этом году наблюдается совсем другая ситуация. Только за сегодняшний день аграрии собрали урожай с 2000 гектаров. Помимо озимозимного предстоит собрать яровые культуры, которые включают в себя овес и ячмень. Весь уборочный цикл работ планируется завершить в середине следующего месяца. Рамзан Джамбеков, Адам Чекуев, Шамиль Саламов, Тимур Хайдаров. Новости. Продолжаем выпуск. В Грозном обсудили проект строительства ледовой арены. Она рассчитана на 3000 зрителей и соответствует всем европейским стандартам. О деталях строительства говорилось на встрече министра спорта Хасмагомеда Хизриева с гендиректором компании «Газпром Инвестгазификация» Алексеем Бажановым. Окончательное решение о возведении ледовой арены должен принять глава республики. Ранее он выразил желание создать хоккейную команду для участия в континентальных играх. Если ответ будет положительным, спортивный объект построят в рамках благотворительной акции «Газпрома» и передадут в дар республике. Мой визит в Чеченскую республику, в город Грозный, связан с предложением администрации республики концепции строительства ледовой арены. Я знаю, что у вас сейчас создана детская хоккейная команда Грозный, и глава республики высказал желание создать команду, сборную Чеченской республики, которая впоследствии примет участие в континентальной хоккейной лиге. Если руководство республики примет решение о его стройке, да, он будет построен и передан в дар республике. Телефонные мошенники стали головной болью для мобильных абонентов. Несмотря на постоянную борьбу с аферистами, с каждым годом все больше людей попадают в ловушку злоумышленников. Кроме этого, резко возросло число махинаций с банковскими картами. Как обезопасить себя от мошенников, расскажет Тинатин Музашвили. Фантазии телефонных аферистов можно только позавидовать. Ложные рассылки бывают самого разного характера, но неизменно после каждого сообщения присутствует номер телефона либо интернет-ссылка. Перейдя по ней или позвонив по указанному номеру, вы рискуете обнулить свой баланс. Недавно мне пришло СМС-сообщение с предложением обновить одно из своих приложений на телефоне. Естественно, я перешла по ссылке, в результате чего у меня произошло списание средств со счета, а никакие обновления доступны и не были. Естественно, я была возмущена этим фактом, и пускай даже сумма была не очень большая, сам факт вот этого мошенничества, он действительно расстраивает, и было это неприятно довольно-таки.
Наряду с телефонным мошенничеством активно развиваются махинации с банковскими картами. Удобство пользования порождает ряд преступных схем. Несмотря на постоянные предупреждения со стороны правоохранителей о том, что посторонним лицам можно сообщить только номер карты и фамилию, аферисты ежедневно находят новых жертв. Пользователь получает сообщение о непогашенном кредите или о том, что его банковская карта заблокирована. После этого с ним связывается человек, который представляется сотрудником банка и для решения якобы возникшей проблемы просит сообщить конфиденциальную информацию. При обращении по указанным номерам телефонов имитируется работа телефонного центра. Мошенники могут представиться сотрудниками службы безопасности по картам, также сотрудниками единого центра по обслуживанию пластиковых карт. И в этом случае они требуют предоставить информацию по картам. Необходимо как можно скорее обратиться в круглосуточную службу поддержки, сообщить о данном случае оператору. Номера телефонов данной службы указаны на оборотной стороне пластиковой карты, а также на официальном интернет-сайте банка. На крючок сетевых мошенников часто попадаются и пользователи различных сайтов с обновлениями. Так, например, продавец того или иного товара просит покупателя внести предоплату, а после получения денежных средств выключает телефон и пропадает. Существует и обратная схема. Допустим, машину вы продаете. Мошенник связывается с вами, говорит, что хочет купить эту машину. Ну, опять же, чтобы вы ее не продали кому-то другому, мошенник готов заплатить вам какую-то сумму. И в свою же очередь он просит вас назвать номер карты, чтобы вам перечислить какую-то сумму, залог. Вы, ничего не подозревая, говорите номер своей карты. После этого мошенник делает вид, что он не может вам переслать эти деньги и просит вас, допустим, чтобы вы сходили к банкомату ближайшему, вставили свою карту. Сейчас есть мобильные приложения Сбербанк онлайн, допустим. Там, допустим, если он забивает ваш номер телефона, он видит, что у вас есть банковская карта, зарегистрированная на этом номере. И когда вы вставляете карту, он заставляет вас проделать все операции так, что вы передаете ему право пользования этим приложением. Отвечая на сообщения с незнакомых номеров, пользователь подвергает опасности не только свои финансы, но и безопасность телефона. Некоторые ссылки могут содержать вредоносные вирусы, поэтому специалисты рекомендуют немедленно сообщить о рассылке спама сетевым операторам. После перехода по ссылке на телефон или же на персональный компьютер скачивается вредоносный файл, и он усложняет работу оперативной системы. На мессенджере WhatsApp есть функция жалобы. Можете отправить жалобу на этот контакт или же на сообщение. Администратор проверит сообщение и заблокирует данный контакт или удалит его. По статистике, большинство телефонных аферистов – это люди, которые находятся в местах лишения свободы или бывшие заключенные. Правоохранители делают все возможное, чтобы вычислить мошенников. Однако безопасность финансов или личных данных в первую очередь зависит только от самих граждан. Тинтин Мазашвили, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости. Чечня открывает для себя Григория Гагарина. Экспозиция художника открылась в Национальном музее республики. Известный живописец XIX века одним из первых показал миру природу Кавказа и его богатую культуру. На открытии выставки побывала и Розана Цамаева. Его называют первооткрывателем Кавказа в русском искусстве. В этом зале представлено более 60 работ известного не только в России, но и за ее пределами художника Григория Гагарина. В творчестве автора значительную часть занимают акварельные и карандашные рисунки на бумаге. Здесь мы видим как пейзажи, это виды Кавказа, так и серия костюмы Кавказа, это и знатные сословия, и всевозможные ремесленники. Он с этнографической точностью повторяет до мелочей элементы всех костюмов. Григорию Гагарину было 26 лет, когда он впервые оказался на Кавказе. Местная природа и национальный колорит вдохновили художника на создание целого собрания зарисовок, отличающихся целостностью образного решения и балансом тонов. В коллекции Гагарина иллюстрации представителей различных народов Северного Кавказа. Одна из картин посвящена женщине-чеченке. После того, как закончится выставка, я обязательно
поближе познакомлюсь с его творчеством, так как меня впечатлили его работы. К примеру, мне понравилась та картина «Чеченский аул» близ столицы Михайловска. Мне близка по духу сама природа, природный пейзаж. Творческое наследие Гагарина составляет сотни работ, в числе которых иллюстрации к стихам и поэмам Александра Пушкина, а совместно с Лермонтовым художник выполнил 2 акварели. Экспозиция дополнена монографическими изданиями и документами, а также национальными мужскими и женскими костюмами в современной интерпретации. Здесь также можно увидеть остальные работы автора, представленные в различных музеях нашей страны. Насладиться работами русского художника в Грозном ценители его творчества смогут до 20 августа. Розанна Цамаева, Халид Муфсаева и Луиза Юнусова. Новости. Необычный спортивный фестиваль прошел в столице. Десятки спортсменов-любителей с ограниченными возможностями пробовали свои силы в армрестлинге, настольном теннисе и велоспорте. Так в республике отметили Международный олимпийский день. Одним из видов спорта, который представлен на конкурсе «Шоу-даун». В этой игре сочетаются элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Она направлена на развитие силы, ловкости, координации движений, а также логического мышления незрячего человека. Хоть спортсмен и не видит сам процесс, но мяч сделан так, чтобы он звенел при передвижении, благодаря чему его можно без труда найти на слух и отразить его клюшкой. Асламбеку Сардалову 46 лет. Полностью он потерял зрение, когда был еще ребенком, а в общество слепых вступил только в 17. С тех пор он принял участие во многих всероссийских играх и добился немалых высот. Кроме этого, у него есть дипломы об образовании по 3 специальностям. То, что сегодня он занимает должность председателя Федерации спорта слепых Чеченской Республики и готовит следующее поколение к новым вершинам, является лишним подтверждением девиза Асламбека «Невозможное возможно». Вид спорта По соседству с шоу-дауном проходят состязания и по другим видам спорта. В армрестлинге участвуют глухонемые спортсмены. Противостояние на руках наполнено упорной борьбой. Каждый стремится как можно быстрее прижать руку соперника к столу, чтобы сэкономить силы к следующей схватке. Хотя турнир проходит в формате фестиваля, в этом виде здесь производится своего рода отбор, где лучшие и отличившиеся смогут поучаствовать на чемпионате республики для людей с ограниченными возможностями. Мы уже 3-й год тренируемся, участвовали во многих различных соревнованиях. Сегодня принимают участие много спортсменов. Главное в этом спорте не только сила, еще важнее правильная техника. Последний конкурс «Велопробег». В начале месяца благотворительным некоммерческим фондом «Islamic Relief» для общественной организации инвалидов по зрению Чеченской Республики, победившие тьму, было выделено 2 спортивных велосипеда тандема. На них участники соревнований на скорость преодолевают определенную дистанцию. Они большинство не видят глазами, но видят сердцем, чувствуют. Мы их привозим с разных районов. Здесь Наурские, Веденские, Нажаюртовские дальние районы представлены. Большинство с города. Они приходят на тренировки, усердно занимаются, показывают результаты. Сейчас мы только начали развиваться велоспорт тандем. Тоже на следующем году, в году заявка у нас принята, будет в чемпионате России участвовать. Фестиваль организован спортивно-адаптивной школой «Ламан-Аз». Он проводится в рамках Международного олимпийского дня, который ежегодно отмечается 23 июня. Соревнования посвящены 29-м Олимпийским играм в Бразилии, которые состоятся в августе этого года. Такие мероприятия важны, во-первых, чтобы среди них выявлялись лучшие. Они между собой общаются. Они этим очень большой пример придают здоровым детям, кто мотаться. Когда ты смотришь на таких ребят, ты понимаешь, что ты не можешь сегодня в разных ситуациях опускать руки. Особый настрой в подобных соревнованиях участники объясняют желанием хоть раз в жизни принять участие в Паралимпийских играх. Ну а сегодня по итогам 3 конкурсов победители получили грамоты и медали. Магомед Ламаркаев, Мансур Сааев. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Спасибо, что были с нами.